Дарагія беларусы Ірландыі, я вельмі хачу падзякаваць вам за тую дапамогу, якую вы аказалі нашай сям'і. На жаль, зараз наша сям'я знаходзіцца ў такім становішчы, што мы шмат чаго не можам сабе дазволіць. Але калі хварэюць малыя дзеткі, я не магу дапусціць таго, каб яны засталіся без лекаў. Таму я вымушана была прасіць дапамогі ў салідарных беларусаў. Я вельмі рада, што вы адгукнуліся на маю просьбу, і я вельмі рада, што вы аказалі тую дапамогу, якая забяспечыць маіх малодшых братоў і сясцёр да маёй маці неабходнымі лекамі. Я вельмі вам удзячная за вашу салідарнасць. Я заўжды верыла ў тое, што беларусы у цяжкія часы гатовыя падставіць адзін аднаму плечу. Дякую вам. Добрый день, меня зовут Никита Митр. В этом видеообращении я хочу выразить благодарность антикризисному центру «Белорусский дом» за то, что в тяжелой и, можно сказать, критической для меня ситуации они оперативно откликнулись и пришли на помощь, оплатив мое проживание в хостеле. Сейчас я могу сказать, что у меня все нормально, я в безопасности, у меня есть крыша над головой, но на тот момент действительно положение было безвыходным, поэтому я искренне благодарен за предоставленную помощь. 11 декабря. Хостел. Здесь проживают белорусы. Вот это наша кухня. Наш холодильник. У нас там целая полка есть. Это наш супер душ, супер туалет и супер 3 умывальника. В данный момент в нашей комнате находится 6 человек проживает. Улыбаемся и машем. Да. Надо было вам всю ту... Все снимаем. Там на кухне люди, они готовят. Спасибо родному Куту за предоставленное жилье. Спасибо. Я хотел поблагодарить родный Кут за то, что предоставили мне вот такую помощь, что мне есть как минимум где жить. Вот. И это уже хотя бы то есть есть какая-то помощь с продуктами, с жильем, и это уже хотя бы так. То есть потому что, допустим, я лично, у меня вариантов каких-то таких особо и не было. Вот. Поэтому я хотел бы сказать спасибо родному Куту за предоставленную мне помощь. Вітаем вас, дорогие сябры. Мы на сегодняшний день політичні мігранти з Беларуси. Я Валер Бычковский. Я Шкатов Мурат. Мы вымушаны были покинуть краіну за політичного переследу уладами. Мы выражаем великую подяку волонтерской суполцы «Родный Кут» и антикризисному центру «Белорусский дом», які приютили нас у Киеве, фундовали нам житло, ежу. Дякуем усіх неабыякавых людзей, які аказваюць фінансавую матэрыяльную дапамогу вышэй адзначаным суполкам. Мы не адны, якіх падтрымліваюць дадзеныя валантэры, ёсць таксама хостелы, у якіх жывуць людзі, и яны таксама, я ўпэўнены, вельмі ўдзячныя. Здравствуйте. Я вынужден был бежать из страны, так как на родине преследуюсь по политическим причинам. 1 ноября я был задержан и осужден позже на 15 суток. 16 ноября я вышел на свободу, 27-го у меня дома прошел обыск в рамках уголовного дела. Тогда же я вынужден был покинуть страну. Пока ехал в сторону границы, я искал возможности, кто может помочь, и нашел инициативу «Родный Кут». Я приехал в Киев, заселился в хостел. Вот, собственно, номер. В таких условиях мы живем. Волонтеры нам помогают. Прислали продукты питания. Со мной в номере также были еще 3, они получили визы и уже уехали, кто в Польшу, а кто в Литву. В ближайшие дни ожидается, что приедут еще люди. А вот и кухня в хостеле.
Спасибо инициативе «Родный Кут» помогла с обеспечением жилья, с питанием. Живи Беларусь! Я хочу поблагодарить всех тех, кто оказывает адресную помощь, не только нам, белорусам. Также я хочу поблагодарить непосредственно тех, кто оказал нам подарки, прислал подарки нашим детям. Это Белорусский антикризисный центр, Белорусский дом. Большое вам спасибо. Я знаю, что там и французы, и ирландцы помогают. Огромное спасибо за подарки. Мы очень рады были получить, было очень приятно. Мишка, скажи спасибо. 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 Добрый вечер, уважаемые наши волонтеры и те, кто помогает нам в этой трудной ситуации. Большое вам спасибо за вашу помощь, за вашу заботу о нас. Нам привезли вот такой вот большой набор продуктов, всего, что нам необходимо. Спасибо вам большое за это. Вот. Благодарим вас за все. Спасибо вам большое. Это правда. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Слава Украине! Живи Беларусь! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вероника Мищенко. Я активист Народной громады. Я хочу обратиться ко всем белорусам зарубежья, к диаспорам и к тем людям, которые помогают из других стран нам пережить это тяжелое время. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за ту помощь, которую вы нам оказываете через антикризисный дом в Украине, через Елену Филатову, которая помогает нам по мере возможностей из того, что вы ей перечисляете. На сегодняшний момент у нас очень сложная ситуация с ковидом. Людей намеренно заражают ВВС и СИЗО для того, чтобы уменьшить протесты. Людей сажают на сутки даже за то, как вот я цитирую формулировку постановления суда, за то, что мысленно сочувствовал протестующим, стоял на дороге и мысленно сочувствовал протестующим. Человек вот с такой формулировкой также получил сутки и находился 15 суток, отправлен на сутки в одно из СИЗО Беларуси. Насколько мне не изменяет память, это Барановичи. Людей массово закидывают в камеры, переполненные камеры с антисанитарией. Людей не проверяют, больные они или здоровые. И многие оттуда возвращаются уже зараженными. На сегодняшний момент ситуация у нас очень тяжелая. Один вот из наших товарищей 3 суток ждал тест, который ему не делали после возвращения из СИЗО. Сейчас он лежит в тяжелом состоянии с большой температурой, с подтвержденным ковидом. Но Лукашенко обвиняет нас в том, что ковид растет и в том, что нету помощи. Вчера у него даже хватило наглости сказать, что Евросоюз отказал в 53 миллионах долларов на помощь ковида и отдал им в помощь протестующих, из которых оплачивают наши протесты. Правда, потом он сказал, что эти деньги были украдены какой-то кучкой мерзавцев, как он назвал людей, которые убежали в Польшу, и деньги эти протестующим не достались. То есть он тут же за минуту соврал дважды, нагло соврал. Сначала сказал, что нам платят, потом сказал, что не платят, как всегда. Но суть не в этом. Дело в том, что людям нужна помощь, люди болеют, люди брошены один на один с этой бедой. Поэтому я благодарю вас и прошу вашей помощи. Поддержите наших протестующих. Поддержите посильно, чем можете. Все эти деньги через антикризисный белорусский дом пойдут по назначению. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам, что вы помогаете. Живи Беларусь, живи вечно. Пока мы едины, мы непобедимы. Добрый день. Я и моя семья хотим сказать большое спасибо Юрию, который нас заселил, встретил. Все было очень хорошо. Большое спасибо. Вот квартира, в которой мы проживали. Ручкой помахай. Это комната, в которой мы жили. Вот места общего пользования. Прихожая. Вторая комната.
ванная. В общем, все было необходимое для жизни. Еще раз спасибо. Приветствую. Я беженец из Беларуси. Из-за репрессий по политическим мотивам мне пришлось оставить свою семью и уехать из страны. Я попросил политического убежища в Украине и сейчас нахожусь в закрытом лагере для беженцев. Условия в лагере, конечно, не совсем благоприятные, особенно питание оставляет желать лучшего. Очень благодарен антикризисному центру «Белорусский дом» за советы и предоставление правовой и психологической помощи. Эти люди делают поистине благородные дела. Спасибо. Сьогодні я хотіла б подякувати нашим сябрам, які не засталися збоку і допомагають усім, чим магчыма. Наша французская дыяспора. Шчыра вам дякую за тое, што вы адгукваецеся буквально на кожную праблему, якая ўзнікае ў нас тут, ва Ўкраіне. Вы дапамагаеце нам з вопраткай. Вы зараз дапамагаеце нам з харчаваннем. Гэта вельмі важліва, таму што бюджэты нашыя, на жаль, і сёння вельмі абмежаваныя. Вы падтрымваеце нас маральна, падтрымваеце добрым словам. Шчыра вам дзякую, што вы ёсць у нас, нашыя анёлы. Я хацела бы звярнуцца да сяброў з Нямецчыны. Вы пачулі нас і таксама надаеце дапамогу тым беларусам, якія апыніліся тут ва Ўкраіне ў цяжкай сітуацыі. Мы ведаем, што зараз дах над галавой яны таксама атрымваюць з вашай дапамогай. Дзякую вам за гэта. Нашыя польскія сябры, мы з вами апыніліся на перадавой, мы з вами сустракаем бежанцаў, сутыкаемся з рознымі сітуацыямі, чуем жахлівыя гісторыі, прапускаем усё гэта праз сябе, але застаемся ў страю і надаем дапамогу. Дзякую вам, што вы падтрымваеце нас маральна, раіце вельмі карысныя рэчы. Я ўпэўнена, што з вашай дапамогай наш праект будзе яшчэ якасней і тэрміновей надаваць дапамогу. Шчыры дзякую, што вы ў нас ёсць. Я дзякую нашай ірландскай дыяспары. Вы далёка, але вы па духу вельмі блізка з намі. Дзякую, што дапамагаеце. Не пакідайце беларусаў у Беларусі. Дзякую, што вы побач з намі, не гледзячы на тое расстаянне, якое нас падзяляе на гэтай вялікай планеце. Я шчыра дзякую нашым дыяспарам з светавой суполкі за вашыя парады, за вашу падтрымку, за вашу працу. Я ведаю, што вы, як і мы, не спіце. Вы, як і мы, пастаянна ламаеце галаву над адным пытаннем. Чым яшчэ мы можам дапамагчы? Вас пастаянна турбуе, дзе вы не дапрацавалі, што вы яшчэ можаце зрабіць. Дзякую, што вы ў нас ёсць. Мае украінскія сябры, вы асаблівыя. Вы мая сям'я, вы маё натхненне, вы мая падтрымка, і вы тыя людзі, у якіх я упэўнена на 100%. Антанас Куракас. Калі я захварэла, я вельмі ціхенька паведаміла нашай агульнай сяброўкі пра тое, што я пачуваю сябе вельмі дрэнна. Ты адрэагаваў моментальна, і з тваей дапамогай я атрымала аператыўнае лекаванне. Я прайшла курс антыбіотыкаў, прышчэпак, розных жарапаніжаючых і іншых таблетак, каб павярнуцца ў строй. 2 тыдня барацьбы, і я з вами. Весёлая, натхнённая і гатовая да барацьбы. Шчыра дзякую табе за тое, што ты, знаходзячись у такой цяжкай сітуацыі,
Сам вядзеш барацьбу супраць дыктатарскага рэжыму, яшчэ знаходзіш час на ось такія мелачы ў выглядзе мяне. Я вас вельмі ўсіх шчыра люблю. Я кожнаму вам шчыра дзякую за тое, што вы у мяне ёсць. Я дзякую людзям, якія звяртаюцца да нас за дапамогай. Такім чынам мы ведаем, што тыя гісторыі, якія мы атрымваем, і тыя людзі, якія звяртаюцца да нас, не пакінутыя і не адчуваюць сябе аднымі. Мы разам пераможам, і мы разам пройдзем гэты страшэнныя часы, каб падняць бэчабы сцяг, гучна крыкнуць «Жыве Беларусь!», таму што мы будзем звітаваць на кожнай плошчы нашу перамогу. Шчыра вам дзякуй, няхай нам шчасціць. Жыве Беларусь! Слава Україні! І слава нашим світовим суполкам! Всі вже все сказали, тому в'йо до документальних звітів.